вроде как все было хорошо, но через несколько месяцев поняли, что стройку приостановили, и она больше не будет, и что вообще стройки не будет. Начали что-то думать, как-то списываться со всеми, знакомиться друг с другом со всех 4 домов. Дико было, ужасно. Сперва было обидно. В 2016 году мы заехали на стройку и просто начали здесь жить, не достроя. Зимой, на улице, в общем, у нас там был навес под крышей, мы там кушать варили. Столько писем написали, это вообще судов столько прошли. Долго ничего не получалось. Вот. Ходили возле правительства, бастовали везде. Затем как-то вот пришел к власти Александр наш Бричалов, и как-то быстро все получилось. В августе, да, нам сказали, все, мы получаем ключи. Ну, здорово, побежали получать. Пришла, получила, приняла квартиру, все хорошо. Я приехала сюда с ребенком, с маленьким, старший у меня с нами не живет. И когда она увидела, я ей закричала: «Мама, это мой дом!» Даже вот на камеру вот приезжали, снимали, она говорит: «Здесь мой дом!» Вот, то есть она зашла сюда как домой к себе. А я долго не могла привыкнуть, я не понимала, что делать, какую мебель покупать, что вообще выбирать. С соседями мы уже сплотились еще 5 лет назад, когда тут все ночевали, бастовали. Вот. А теперь, да, надо с Кристиной остаться, они сами бегут, предлагают, надо там в магазин сходить, пишут в общей группе, кому надо в магазин, заказывайте, что кому надо. То есть вот все вот так вот, все заодно. Самая большая радость была это, когда детскую площадку увидели. Да, там постарались. Тишина. Никто не шумит под окнами, машины не ездят, как в городе. То есть мне очень нравится. И я поняла, вот когда начала уже заказывать мебель, и уже когда поставили, тогда уже начала понимать, что, о, да, это же моя квартира, ее надо обустраивать, как я хотела, как я хочу.